Всем привет, друзья! Воскресенье у нас начинается на работе, и все это потому, что наша Валентина Шевченко сегодня проводила свой очередной поединок в рамках UFC и просто блестяще стартовала в новом для себя весовом дивизионе до 57 килограммов, разобравшись со своей соперницей во втором раунде. Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы поехать в Алма-Аты, но не для однодневной экскурсии, а для миссии более важной. И не побоюсь этого слова, даже исторической. Мы вместе с вами привезем в Бишкек из Алма-Аты трофей чемпионата мира по футболу. Ну а для того, чтобы наш репортаж получился более ярким и подробным, мы возьмем с собой дополнительное оборудование, чтобы вы ничего не пропустили. Из-за плохих погодных условий наш рейс отменили на несколько часов, поэтому мы взлетаем сегодня только в полночь. Мы все еще в Бишкеке, до Алматы мы не добрались, но погода делает свое дело, и с утра даже самолет, на борту которого был Кубок мира, не смог приземлиться в аэропорту Алматы, был вынужден приехать к нам сюда, в дружелюбный Манас, для того, чтобы переждать эту непогоду, и в обед все-таки самолет приземлился в Алматы. Сейчас там происходят торжественные гуляния, что касается именно прибытия Кубка мира. Все фотографируются, он выставлен у них в супермаркете, к сожалению, у нас такого не будет. Мы сейчас в аэропорту, соседней с нами рубки, будки, если можно так сказать, проходит регистрацию сборная Кыргызстана по зимним видам спорта, который направляется в Олимпийскую Корею, где уже совсем скоро, 9-го, стартуют Олимпийские игры. Здесь вот вся наша сборная, мы их встретили. Евгений Тимофеев, Тариэль Джаркумбаев, тренера, все люди, которые пришли провожать. Желаем им удачи, скоро увидим их уже по телевизору. Даже у нас здесь туман, была отмена рейса, и непонятно, как будет сейчас у нас со всем этим. Мы все еще в аэропорту. Рейс снова задержали, туман, даже здесь в Бишкеке. Говорят, что в Алматы вообще видимость нулевая. Мы все еще здесь, мы ждем, ждать это самое ужасное. Вчера мы так и не выехали, погодные условия и диспетчеры не позволили нам вылететь в Алматы. Мы допоздна сидели в аэропорту, ночью вернулись, чуть-чуть поспали, и вот снова сейчас делаем второй заход на Манас, если можно так сказать. На часах 6:30. Хочется спать. Мы все-таки прошли сюда, мы ждем, осталось совсем немного. Говорят, что даже самолет уже находится в воздушном пространстве Кыргызской республики, но, к сожалению, из-за непогоды, из-за тумана, который вы видите, он не может приземлиться и кружит, как кружил вчера. Друзья, сериал под названием «Ожидание Кубка мира по футболу» продолжается. Идет уже второй день, мы до сих пор находимся в аэропорту Манас, но уже в терминале Манас-2, в VIP-зале. Ждем с утра. Друзья, кто ждет, тот дождется всегда. Вот и мы дождались. Организаторы пока сами не могут понять, откуда все-таки будет и Кубок мира выходить, и Кристиан Карембе. Друзья, мы получили прекрасную возможность зайти в этот самый самолет. Вот он, мы находимся внутри сейчас. Вот он, Кристиан Карембе, чемпион мира 98-го года. В составе сборной Франции одноклубник Юрия Джаркаева, Зинедина Зидана, Дидье Дешама. Человек уже, который был здесь у нас в 2013 году. Так выглядит самолет, в котором данный кубок путешествует по всему миру. Был он уже в России. Первая часть российского турне завершилась. Есть у нас здесь представители FIFA, естественно, отвечающие за данное мероприятие. Ну и Кристиан Карембе, как чемпион мира, который может дотрагиваться до данного трофея, представляет. Сейчас он будет приветствовать нашу сторону, наших организаторов, те, которые отвечают за проведение данного мероприятия уже у нас. Мероприятие наше продолжается. У всех есть свои спонсорские обязательства. И вот Кристиан Карембе в окружении сотрудников компании Coca-Cola Кыргызстан пьют Coca-Cola на здоровье. Или, как сказал Кристиан Карембе, ден соолук үчүн. Все страны, в которых побывал Кубок
Кубок мира. Вот Шри-Ланка, Таиланд, Лаос, Макао, Тонго. Вот это страны, где мы с вами видели. Вот Пакистан, откуда Кубок прилетел в Казахстан. Ну и, конечно, здесь вот мы, Кыргызская республика. Дальше мы можем понимать, что дальше Кубок улетает уже в Таджикистан от нас, Узбекистан, Туркменистан, Армения, Грузия. В январе пройдет международный турне данного турнира. После этого снова вернется в Россию. Друзья, кто-то может подумать, что в Кыргызстан вновь приехал Хабиб Нурмухамедов. Но это не так. Хабиб Нурмухамедов уже был, он уехал. Сейчас же в Кыргызстан приехал Кубок мира по футболу. Друзья мои, вы не поверите, но Кубок мира, вот он вон там. Явить миру, Бишкеку, всему Кыргызстану наш трофей. Кубок ФИФА по футболу, который в 2018 году достанется самой сильной сборной. Спасибо, спасибо. Это настоящий праздник. Я думаю, действительно, этот день останется в истории нашей страны. Сегодня с нами присутствует огромное количество представителей средств массовой информации. Я думаю, мы не знаем, не провести короткую, но емкую пресс-конференцию. Кристиан Карембе уже настолько местный в нашей стране, что сейчас спокойно взял у болельщиков флаг и разместил его возле Кубка мира. Спасибо, Кристиан, тебе большое за это. Друзья, официальная часть закончилась. Только что ведущий наивно попросил, что мы проявим свою воспитанность, интеллигентность и свою организованность в фотографировании с Кубка мира. Поверьте мне, этого не будет. Я же знаю, какие мы люди, когда нам необходимо достичь того, что мы хотим. Ну и, конечно, сделать селфи. Это болезнь нынешнего поколения, поэтому сейчас начнется нечто. Главное, не уронить и не сломать то, что очень долго к нам шло. Будьте здоровы и берегите себя.